Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Когда откроются кинотеатры? Как к новому сезону готовятся театры республики? Как справляются с последствиями пандемии якутские кинематографисты? Об этом и не только мы поговорим сегодня с заместителем министра культуры и духовного развития республики Мариной Силиной. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в центральных городах России театры уже потихоньку начали открывать сезон. Когда наши театры начнут свою работу? Мы, конечно, с большим волнением ждем открытия театрального сезона. Работаем очень тесно с нашим оперштабом и Роспотребнадзором. Пока мы вошли в третий этап подготовки, и поэтому решение принимает глава субъекта. Поэтому мы ждем решения Арсения Сергеевича Николаева. А пока мы просили правительства о возобновлении репетиционного процесса с сентября месяца и открытии театров с октября месяца театрального сезона. Поскольку мы знаем, что ни один сезон не откроется без предварительной репетиции, без предварительных репетиций, без приведения артистов в сценическую форму. Это необходимый процесс. Поэтому пока ждем, еще раз повторяю, ждем указания главы региона. Но многих также волнует, когда откроются кинотеатры, когда жителям республики ждать кинопремьер. Конечно, кинотеатры и кинозалы – это тоже одна из самых пострадавших отраслей культуры. И для них рекомендации тоже выработаны в мае месяце. Но мы также ждем снятия ограничений от оперштаба и от Роспотребнадзора. Вот, наши все, в принципе, кинозалы готовы открыться уже. Хочу напомнить, что у нас, кроме столичных кинотеатров, еще есть 40 кинотеатров и 50 кинозалов в 34 населенных пунктах нашей республики. Все они готовы, конечно, все ждут открытия. Ну, после открытия как будут соблюдаться все-таки санитарно-эпидемиологические требования при рассадке зрителей? Нами получены рекомендации Роспотребнадзора, которые выработаны совместно с Министерством культуры Российской Федерации и министром. И, в принципе, там очень много пунктов, они очень сложные, честно скажу. Вот. Но наши и театры, и кинотеатры, собственно, готовы. Нами приобретены все средства индивидуальной защиты, измерение температуры на входе, расположение музыкантов, расположение зрителей. Потом уже, если это будет спектакли, но пока существуют ограничения на массовые представления, поэтому, скорее всего, в театрах это будут какие-то одноактные небольшие камерные либо концерты, либо какие-то небольшие спектакли. Естественно, с соблюдением всех норм безопасности, а в кинотеатрах это будут тоже зрители будут в определенной рассадке сидеть, да, то есть через 2 метра друг от друга, со средствами индивидуальной защиты. В общем, этих рекомендаций очень много, но наши все и театрально-зрелищные учреждения, и кинотеатры готовы. Ну, безусловно, пандемия коронавируса затронула практически все сферы жизни. Насколько серьезно от последствий пандемии пострадало кинопроизводство? Ведь наверняка ограничительные меры повлияли и на графики съемок. Да, конечно, кинопроизводство было приостановлено с апреля месяца, уже с марта, с апреля месяца, но и независимые кинематографисты, и наши подведомственные учреждения «Сахафильм», они занимались такой работой, как так называемый немассовым видом своей деятельности. Это озвучка, саундтреки, монтаж. Непосредственно съемок, конечно, не было, потому что они предполагают собой массовые сцены. Да? Но я хотела бы сказать, что напомнить, что все-таки даже в условиях пандемии мы практически, можно сказать, провели наш 6-й кинофестиваль международный, который является брендом нашей республики. И все равно произошли все показы, получается, в онлайн-режиме.
просмотр жюри осуществило всех фильмов, которые были выставлены на конкурсные показы. И председателем жюри был Борис Хлебников. От нашей республики это был Эдуард Новиков. И мне хотелось бы сказать, что лучший фильм стал фильм «Бой Атабая». Это фильм казахстанских кинематографистов. А лучшая работа режиссера — это стала работа Дмитрия Давыдова «Нет Бога, кроме меня». Вот. Ну и, конечно же, приз зрительских симпатий завоевала наша картина, нашумевшая «Надо мной солнце не садится». Тем не менее, я вот еще раз хотела бы сказать, что кинофестиваль прошел довольно успешно. И сейчас мы ждем тоже снятия ограничений, и кинематографисты готовы уже приступить. Поскольку лето — это самое короткое время, когда и лето, и начало осени, когда они могут снимать, поэтому они надеются, что еще до октября месяца пройдут съемки основных фильмов. Скажите, а какие меры господдержки оказываются в связи с пандемией учреждениям культуры? Говоря о мерах господдержки, хотелось бы, конечно, отметить в первую очередь это стабильную заработную плату, которая выплачивалась регулярно. Наши все работники получают зарплату, получили отпускные и сейчас выходят снова на работу. А второе, это, конечно же, сейчас ведется очень скрупулезная работа и большая подготовка документов по льготному кредитованию, который предоставляет Сбербанк России. И я бы хотела сказать, что у нас такой договор уже подписан с Саха-цирком в лице директора Сергея Васильевича Расторгуева. И хотелось бы сказать, что эти деньги Саха-цирк предполагает потратить на постановку нового, интересного, захватывающего представления циркового, которая очень дорогостоящая. Там будет писаться и музыка, и костюмы, безусловно, приобретаться инструменты специальные. Да? То есть очень интересное будет представление, которое, я думаю, займет достойное место в калейдоскопе представлений, которое будет цирк вывозить со своими гастролями в страны Европы, конечно же, Азии и по России. И, конечно же, третье, это что хотелось бы отметить, это федеральную субсидию Министерства культуры Российской Федерации на ремонт двух наших учреждений. Это театров, двух театров и балетной школы. Мне хотелось бы сказать, что Саха-театр имени Платона Юнского, театр коренных малочисленных народов Севера и, еще раз повторяю, Якутская балетная школа имени Посельских, они получили федеральную субсидию. И например, в Саха-театре будет обновлен фасад частично здания. Да? Внутри, конечно, будут проведены все внутренние работы, замена всех дверей, потому что я хотелось бы тоже сказать, что двери в театре очень много значат, в том числе и противопожарные меры. Они очень, без них просто не допускается театр к началу сезона. Например, в театре коренных и малочисленных народов Севера, там, поскольку здание не приспособленное, оно не театральное, в прошлом году мы сделали ремонт зрительного зала, а в этом году мы делаем входную арку, получается, фойе. Он будет оформлено очень интересным, красивым барельефом, таким с сюжетами арктическими сюжетами, очень интересно. А балетная школа, они, конечно, будут ремонтировать общежитие, ну и свое здание тоже, конечно, там кровля, противопожарная безопасность. Тоже, естественно, дети должны обучаться в самом приспособленном и светлом, хорошем здании. Поэтому это тоже мера господдержки. Получается, в тех районах, где не зафиксирована коронавирусная инфекция, учреждения культуры все-таки работают в обычном режиме или какие-то ограничения все равно есть? Нет, ограничения пока существуют везде, поскольку запрет на массовые мероприятия. Поэтому пока все работают в удаленном режиме. Но у нас только из театров, только Мирнинский театр приступил к работе пока из районных театров. И алданский филиал филармонии, оркестр. Они работают малым составом. Остальные приступают к работе уже в начальных числах сентября. В период пандемии очень многие, в том числе и сфера культуры, перешли на онлайн-режим. Какие интересные проекты, какой интересный опыт появился у творческих коллективов нашей республики?
Да, онлайн-режим, конечно, интересный. Получился очень много проектов произошло в это время за этот период. И хотелось бы сказать, что некоторые наши мероприятия даже до 10 тысяч просмотров имели. Это очень много, я считаю. Слава нашим видеооператорам, звукорежиссерам предприятий, наших театрально-сдержащих учреждений. Они смогли очень интенсивно отработать все это время. И, ну, конечно, самый большой отклик, наверное, получили мероприятия к Дню Республики, ЭСЭХ, затем День Победы, конечно же, безусловно, 9 мая, День России, День флага, это последнее мероприятие, которое было. Очень большую поддержку получила акция «Дворовые концерты». Она очень понравилась нашим жителям города. И даже мы ее, возможно, будем продолжать, надеюсь, даже если выйдем из пандемии, но мы ее, возможно, возьмем на вооружение и будем использовать. Но, конечно, только в теплое время года, вернее, потому что у артистов есть понятие гигиены голоса. Ну, не за горами 1 сентября, соответственно, начало нового учебного года. Как будет организовано обучение студентов колледжей и вузов, относящихся к сфере культуры? Мы начнем обучение, как и обычно, с 1 сентября. Наши учебные заведения выбрали третий такой режим работы, так называемый, то есть очно-заочный. Основные предметы будут вестись в очном формате, а коллективные или предметы групповых циклов, они будут вестись в заочном формате, в онлайн, как и было пока. Так. Все учебные заведения готовы, они все оснащены средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами, термометрами. Все учебные заведения прошли подготовку и приемку. Я лично принимала учебные заведения все. Это у нас 4 колледжа, а также балетная школа и высшая школа музыки. 2 учебных заведения, которые проводят у себя и обучение образовательное, общее образование, так называемое, да, то есть дети с 1 класса обучаются. Они тоже будут по рекомендациям Роспотребнадзора и Министерства образования обучаться в очной форме, значит, с соблюдением всех норм. Линейка 1 сентября пройдет для первоклассников в офлайн формате. Конечно, тоже, еще раз повторяю, с соблюдением всех норм, потому что 1 сентября и 1 класс дети должны запомнить, что это действительно события в их жизни, они вступают в творческую жизнь, уже вливаются в ряды творческих работников, да? Будущих. А, конечно же, в средних специальных заведениях такая линейка будет в режиме онлайн. Мы ее обязательно тоже проведем. И всех, как говорится, ждем поступивших студентов с началом учебного года. Хотелось бы отметить, что у нас в этом году очень интересный проект. Это проект «Щукинцы», подобно проекту «Щепкинцы» в прошлом году. Это замечательный проект, который был организован при, конечно, большой помощи ректора училища имени Щукина Евгения Князева, директора Государственного академического русского театра Александра Лобанова, ну и нашего правительства и министерства, безусловно, и также Министерства образования. 5 человек в этом году получили долгожданные места в этот замечательный вуз старейший. Тем более мне хотелось бы еще сказать, что целевой набор отрадно, что прошел в год, получается, накануне столетия как раз театра, академического театра имени Евгения Вахтангова. Вот эти 5 счастливчиков буквально на днях вылетают в Москву и будут учиться, а затем пополнят ряды Государственного академического русского драматического театра. Ну а если говорить о нацпроекте «Культура», все ли планы по нему выполняются? Появились ли какие-то новые объекты в последнее время? Я являюсь руководителем проекта «Творческие люди». Это один из значимых проектов в общем проекте, стартовавший в нашей стране. И задачей этого проекта является создание условий для творческого роста
нашей нации, потенциала и общества. И до 2024 года мы должны обучить 2250 человек примерно, да, переквалифицировать. И буквально вот с 7 сентября к нам приезжают 2 профессора института имени Гнесиных. Это профессора кафедры концертмейстерской камерной подготовки и кафедры сольного пения Екатерина Стародубровская и Марина Кравец, которые прочитают лекции «Современные методы преподавания концертмейстерского искусства». Очень интересные лекции. Это будет тоже один из шагов в проекте. А также в моем проекте есть направление — это волонтерство, волонтеры культуры. Здесь мы являемся, я бы сказала, фаворитами или флагманами на всем Дальнем Востоке, потому что именно мы провели впервые первые в этом регионе, в нашем регионе, форум волонтеров в феврале месяце, на котором присутствовала директор, руководитель Федерального агентства волонтеры культуры Дарья Жукова. Очень высоко отозвалась о нашей организации. Вот. И я хотела бы поделиться радостью со всеми зрителями, которые сейчас нас смотрят и слушают. В рамках этого проекта Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» учредило памятную медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Мы вместе». Цель акции была весной этого года доставка продуктов, значит, пожилому населению. И в этой акции участвовали и наши волонтеры культуры, и я в том числе. И мне хотелось бы сказать, что буквально вот сейчас пришла эта весть, что 3 наших учреждения — это цирк, Государственный театр эстрады и Национальная библиотека — награждены вот этой памятной медалью «Росмолодежь». Это тоже большое достижение, потому что акция явилась всероссийской и общенародной такой. Вот. Марина Владимировна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы разговаривали с заместителем министра культуры и духовного развития республики Мариной Силиной. До встречи в эфире.